Отряды, девизы, совместная активность и, конечно, вечерние дискотеки и огоньки. В Якутии торжественно открыли летний республиканский адаптированный лагерь «Серебряные каникулы» для людей старшего возраста. Он организован Министерством труда и социального развития Якутии и школой третьего возраста республики. Расписание, соответственно, тоже именно для пожилого человека. Оно не должно быть прямо таким плотным, да? А мы всегда даем время, чтобы они могли бы отдохнуть в то же время. Для участников лагеря, которых насчитывается более 100 человек, пришедших из 22 районов республики, была подготовлена достаточно насыщенная программа. Ежедневные мастер-классы, экскурсии и поездки и другие совместные активности. Смена длится всего неделю, поэтому нужно набраться как можно больше разных впечатлений. Но самое ценное в лагере – новые знакомства. И прекрасно то, что здесь как бы не то, что я встретилась только с новыми людьми. Здесь очень много старых людей, даже те, которых я давно-давно не видела. Вот здесь встретились. Тут себя легко чувствуешь, много приобретаешь. И ровесники самое главное. Мы все как-то заряжаемся позитивом и все получаем стимул в дальнейшей жизни. Сам лагерь открывают уже второй год, и, как отмечают организаторы, желающих отдохнуть очень много, но места квотированы. Поэтому их главная цель – мотивировать активистов в районах республики организовать такие же смены у себя в улусах, чтобы у пенсионеров была возможность отдохнуть, не выезжая далеко. Все равно это желание у пенсионера, оно всегда было и есть и будет, я думаю, потому что это поколение, которое выросло со времен СССР же, да, и всегда мы в детстве, всегда у кого-то, всегда были лагеря свои, куда-то мы ездили работать даже, да, и такие вот активные отдыхи для нас это как бы, ну даже мы... востребовано, можно сказать. Программа лагеря была расписана буквально по часам. Каждый день ее участников ожидало что-то новое и интересное. Среди них мастер-классы по шитью и плетению, упражнения по дыханию от студии вокала, а также создание своих собственных картин под руководством опытного художника. Я сейчас вот на дыхании занималась. И вообще на всех мастер-классах хочу ходить. Ага. Человек учится всю жизнь, поэтому я тоже стараюсь учиться всю жизнь. Во всем пенсионерам в лагере помогают вожатые, каждый из которых является специально обученным соцработником. Будь то прогулка, активности или простое общение, они всегда находятся рядом. Вожатые у нас разделены по 5 отрядам. По 2 вожатых прикреплены к каждому отряду. У каждого отряда выбирается командир, название команды. И уже у нас утвержденная программа школы третьего возраста. Мы уже исполняем и сопровождаем. И также постоянно их мотивируем на активное долголетие. Среди отдыхающих возрастная категория у нас от 65 и выше. Самому старшему от 90 лет. Конечно же, их работа не остается незамеченной. Девочки, вот эти волонтеры, работают очень активно. Вожатые наши работают активно. Так что все приятно, все прекрасно, все для нашего здоровья и активного долголетия. В лагере не забывали и о заботе здоровья пожилых. Утренние зарядки, дыхательные упражнения, правильное питание и прогулки на свежем воздухе были обязательной частью каждого дня. Я стараюсь тоже заниматься утром, зарядку обязательно делаю, диету стараюсь соблюдать. И очень похвально, что здесь у нас каждый день 7:15 у нас зарядка начинается. Мы очень все активны, все 100 человек выходим на зарядку с удовольствием, все делаем зарядку. Если первый день стал днем знакомств, то второй стал днем здоровья. Прибывшие с разных медорганизаций столицы врачи провели обширный медосмотр, где можно было пройти полный анализ состояния своего организма и сверить свое самочувствие. Заполняют анкету, и по этой анкете мы смотрим, какие у них были заболевания хронические, если у них были, если отягощенные наследственные, если у вас заболевания, если есть заболевания. И также они сверху этого проходят, получается, ЭКГ, на ЭКГ снимается, и анализы, получается, сдают. И уже по этим результатам, если у них какие-то есть отклонения, мы им звоним и
получается, рекомендуем их врачу, либо же на исследование какое-нибудь сходить. Кроме того, действовали отдельные специалисты. Так можно было получить рекомендации гериатра или пройти курсы логопеда по дыхательной гимнастике. Хорошо, молодцы. Одним из ярких примеров влияния спорта и здорового образа жизни стал Егор Артамонов. Несмотря на возраст 95 лет, он продолжает заниматься бегом и йогой и по сей день живет активной и насыщенной жизнью. Его пример вдохновляет и показывает, что возраст – это лишь цифры, а настоящее здоровье и энергия зависят от нас самих. 53-го года бегаю, 73 года. Они, трудновато, конечно, надо себя беречь. Я физкультуру за рекордом не гоняйся, не гонь, и мне рекорды не нужны. Мне само действие, само движение надо. Поэтому я все время двигаюсь, утром встал, сразу делаю зарядку, уже лежа еще, все дыхательные упражнения делаю. А потом покушал, помылся и пошел до обеда гулять. Сейчас я пенсионер, свободный человек, куда угодно. Если в деревне, собаку беру и до обеда гуляю. На свежем же воздухе прошли занятия по нейробике. Участникам лагеря рассказали, как правильно проводить гимнастику пальцев, а также показали несложные движения и упражнения, благодаря которым активнее разгоняется кровь по телу. Немножко сначала подготовиться надо, прийти, немножко размяться, потом уже начинаем постукивание сверху вниз. Вот такими движениями. Например, начиная вот с левой руки, легким такими постукиванием идем на шейный воротниковый отдел. И в последующем уже спускаемся вниз, грудной отдел, поясничный, тазовый, бедренный, а также икроножные. Таким образом уже постукиванием наши мышцы расслабляем. Цель занятий – профилактика таких болезней, как деменция. Движения простые и полезны людям всех возрастов. С помощью таких постукиваний даем сигнал нашим нервам. Также она начинает уже вести наш мозг, там активизирует наших нейронов, а эти нейроны начинают уже действовать, получая эти сигналы, давать сигналы в сердцу, чтобы она больше напрягалась и давала нашу кровь намного быстрее и все участки организма. Один из дней лагеря был полностью посвящен спорту. Практически весь день был заполнен игровыми активностями. Одним же из главных событий стали веселые старты. Спортивные соревнования, хоть и адаптированные под возраст участников, зажигали боевой дух команд и возвращали пенсионеров в молодые годы, даря ощущение веселья и толики азарта. Мы участвуем, волнуемся, не знаем, как у нас будет, но все-таки мы смелее, сильнее и выше всех. Наша команда – 3-й отряд. Мы так-то визуально запомнили, что за каким движением там надо делать, какое-то пойдет действие за каким действием. И, конечно, постараемся быть лучше всех. За тех же, кто участвовал в соревнованиях, активно и горячо болели зрители. Так за свою команду болела Рива Васильевна. Сама она является активным членом школы 3-го возраста, участвуя в большинстве мероприятий. Здесь же она отдыхает впервые. Пока окончательные эти итоги не сказали, но я думаю, что они все очень хорошо. Это самое, подготовлены наши почти все спортсменки. И болеем, чтобы они первое место заняли. Первыми на старт вышли команды красных и желтых. С подачи сигнала началась гонка за первенство. Слаженными действиями обе стороны с переменными успехами обгоняли друг друга, практически идя нос к носу. Тем не менее, желтая команда благодаря одному точному действию закончила первой. Я не думал, что такие игры будем играть, но все-таки победу держали. Все-таки тяжело было, потому что мы
Первый раз это чувствуем, вот, начали только, а вторым уже легче будет. Они уже узнали, как мы это делается. Так что им тоже успеха я желаю. Такие лагеря также организовываются в районах республики, иногда предлагая целые туристические маршруты. Вместе с тем действуют проекты, направленные на поддержку пенсионеров. Все это осуществляется в рамках реализации обновленной в 2025 году программы «Активное долголетие», являющимся одним из ключевых элементов нацпроекта «Семья». Поддержка старшего поколения у нас идет. Это охват очень большой, направления большие. У нас уже 3-й год мы в пилоте федерального проекта «Система долговременного ухода» в 6 районах, охватом 333 человек. Также у нас уже который год работает технология приемной семьи, где около 250 человек по всем районам находятся в приемных семьях. Также сейчас внедряем технологию «Заботливый сосед». Также с 2024 года у нас во всех социальных домах-интернатах мы открыли так называемую технологию «Передышка», где от 20 до 30 дней люди могут отставить на попечение, на присмотр в наших стационарных домах. Лагеря позволяют пенсионерам завести новые знакомства, ценные воспоминания, а вместе с тем разжигают огонь жизни, позволяя тем самым почувствовать себя вновь молодыми. А с дальнейшей реализацией программы «Активное долголетие» они станут ежегодным мероприятием в большинстве районов республики.